Легендарного футболиста, когда-то начинавшего свою карьеру в Сухумском «Динамо», ждали здесь с нетерпением. Несколько золотых поколений абхазского футбола и юные динамовцы выстроились в линию. Приветствуя гостя, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамал Губаз преподнес Никите Симоняну памятный подарок. 2500 лет Сухуми, 2500, да. Да. Такая монетка серебряная, Спасибо. для вас. Спасибо большое, что вы к нам в гости приехали. Спасибо вам. Значит, будет в музее Спартака. Это вам лично, а там вы как скажете. Там я туда его, конечно. На этом подарки не закончились. Ветеран футбола Беслан Нанба вручил Никите Симоняну символ мудрости – алабащу. Он сделан из акации, и здесь, Рог буйвола. Серебро. Необычно, что мы вам вручаем это на стадионе, где вы начинали играть, Никита Павлович. Да. Единственное, спортивная футбольная общественность просит, чтобы на 100-летие мы в таком же составе, естественно, здесь справили вам 100 лет. Насколько это возможно будет, зависит от вас. Мы будем рады видеть. Здоровья вам, благополучия. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. От футбольного сообщества республики Никите Симоняну преподнесли спортивный костюм и футболку с его инициалами и логотипом Федерации футбола Абхазии. Президент футбольного клуба «Динамо» Сухум Астамурадлиба представил легендарного футболиста юным игрокам «Динамо». Это легендарный, самый известный, наверное, футболист в истории Сухумского «Динамо». Он играл в Сухумском «Динамо» в 1945 и 1946 году. Начинал с детской команды «Динамо Сухум». И стал 4-кратным чемпионом Советского Союза. Вы представляете, что это такое? 3-кратным обладателем Кубка СССР. Был олимпийским чемпионом. И еще, будучи тренером московского «Спартака», 2 раза становился чемпионом Советского Союза. Правильно говорю, Никита Павлович? И 4 раза кубок. И 4 раза кубок. Именная майка сухумской команды с 9-м номером, под которым всю жизнь выступал Никита Симонян, стал для него очень приятным подарком. Особенно, знаете, для меня приятно. Не моя фамилия вообще, а номер 9. Да. Под которым я провел, в общем, все свое время на футбольных полях. Вообще. Так что 9-й номер или другие номера. Главное, дорогие мои ребята, чтобы вы достигли мастерства, чтобы вы, главное, любили бы мяч футбольный, любили бы футбол. И он, я абсолютно уверен, что ответит вам тем же самым, большим мастерством. И вам даст дорогу большой футбол. Никита Павлович пожелал юным динамовцам удачи и отметил, что когда он был в их возрасте, любовь к футболу уже была безгранична. Однако его отец категорично относился к выбору сына, препятствовал, отговаривал, но любовь к футболу взяла верх. Попытки отца были безуспешны. Техника владения мячом и дальше развитие футбольного интеллекта – это главные качества. Ну, конечно, там и физическая подготовка, скоростная и так далее, само собой. Но тем не менее, техника, техническое оснащение, и, конечно, и мысль футбольная, она крайне необходима. Без этого, в общем-то, успехов не добьюсь. Для любителей футбола Никита Симонян ассоциируется с московским «Спартаком», в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении 10 лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со «Спартаком» Никита Симонян выиграл 6 чемпионатов и 5 кубков СССР. Стал лучшим бомбардиром команды всех времен. Никита Павлович, уроженец Абхазии, Сухум. Он начинал отсюда, в Сухуме играл. Его родители здесь покоятся, здесь это его молодость. И для нас, как бывших игроков, правда, другой плеяды, для нас это огромная честь, что Никита Павлович приехал сюда. Для меня лично и моих коллег здесь разные возраста, которые мы гордимся с такой личностью, что присутствует. Я много про него читал. Это человек, который, легенда. И интересный человек, с ним просто общаться – это одно удовольствие. То есть для нас это как праздник сегодня. Мы пришли сюда, игроки, мастера спорта международного класса, и так далее. Мы все пришли
поприветствовать его. Когда был чемпионат СССР «Динамо» Сухуми, он многое сделал, чтобы мы играли во второй лиге для выхода в первую лигу. И его мировой и международный авторитет и сегодня тоже, он только уже этим нам помогал, нашей команде и нашей стране. Несмотря на то, что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохраняет связь с Абхазией. Здесь его не забывают и всегда ждут. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.